Hayatını kaplı тұрған, оңайлы киім, сулы тұрған, çünkü onda ісі, әлбәтте, hazırda мына ісірікні сеземіз біз. Мында, дегенде енді біраз климат құрырақ, әмма ләкин иллега да жетерге мүмкін. Evet. Әлі біз жай ортасында, һәм әйтәм бит экватор. Так, башлыйбыз мы? Так, начинаем, да? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته hürmetli din kardeşlerim. Гадәтчә bu дәресне без алып барабыз урыс телендә, чөнки күбесе татарча аңламый, әмма ләкин кай чакта кем аңламаса, мин татарча да аңлатырмын. Һәм безнең bu дәрес инде бераз тирәнрәк керербез. Bu хаҗның анда арканларга, шурутларга дип әйтәбез инде. Ни өчен? Чөнки кайбер тели, кайберләр сорый, ләкин мин инде үземчә аңлатам, я по своему виду уроки. Да, я стараюсь их упрощать максимально, потому что все-таки человек, который никогда в хаджи не был, для него любое иностранное слово это стресс. Вот, любое иностранное слово арабское это стресс. Он начинает путать, начинает переживать и так далее. Но сегодня я опять еще раз с дополнением первых двух уроков, сегодня у нас третий урок, буду погружать вас именно вот в это положение, в именно это состояние, в котором мы будем пребывать, и на которые пункты, которые надо обратить особое внимание. Итак, значит, по вопросам, которые были заданы только что, хатын-кызларның киеме буенча. Одежда женщин не должно быть слишком вызывающей, в смысле имеется в виду вызывающей внимание. То есть, понятно, мы мусульманки, мусульмане, мы закрываемся, гаурят закрываем, да, у нас нет мест, которые запретны, не показываются, но, конечно, избегаем обтягивающие всего, да, избегаем, значит, вызывающих ярких цветов, которые заставляют обратить внимание на вас. Все, то есть, надо понимать, что вы еще увидите там разные люди с разных стран, африканцы, да, у них вообще тоже желтые, красные одежды могут быть там, да, то есть они могут быть в хна, накрашены могут быть, да, то есть еще раз прошу, вот я вас не обращать внимания ни на кого, потому что, значит, это так в природе так, ну, Аллах Та'аля так сотворил, что наша природа человека такова, что мы смотрим на другого, потом обращаем внимание на себя. Если мы увидим у кого-то на одежде какую-то грязь, мы думаем, а я случайно не испачкался, начинаем смотреть на себя. Это естественные такие, значит, какие-то наши инстинкты. Вот. Поэтому, например, то, что там в Саудовской Аравии, скажем так, естественно, да, это может быть для нас, например, невосприимчиво. То есть вот сейчас представьте себе, если женщина будет вся в черном, в никапе, одни глаза, да, мы говорим, значит, это как по-другому называют это еще, паранджа говорим, да, мы, вот, и еще руки будут в перчатках, да, то есть наоборот, все люди обратят на нее внимание. Там это естественно, но мы сейчас говорим одежда женщины и одежда в ихраме, то есть женщина в ихраме, что это у нее? У нее также одежда такая, которая она одевает обычно, закрывает гаурят, свободные для движения, передвижения, да, то есть, и, конечно же, в ихраме мы знаем, что правило у женщин не закрывается никапом и не закрываются перчатки, не одеваются. Но для нас это, как бы, ну, непривычно. Шулай бит инде, бля. Шуңа күрә хатын-кызлар өчен кием җиңел булырга тиеш, уңайлы булырга тиеш. Утырып торырга, ятып торырга хәтта, вот, да, можно разделить можно одежду до ихрама, да, то есть и в ихрам. Можно иметь разные платья, да, то есть, которые в дороге одеваются, мы говорим, юлки, вот, есть, которые именно вот прямо ихрамга кірә, хатын-кыз үзенчә шундый бер кием кия. Но мы должны понимать, что у женщин только не закрывать лица и не закрывать перчатки. То есть,
руки, перчатки. Все. Для мужчин это только 2 куска материи. То есть нижнее белье нету, полностью моемся, тахарат берем, гусль берем и одеваем 2 куска материи. Вот Нафис абы жиберді неге группаға онда отправил группу, как одевать ихрам. Это, знаете, честно говорю, это на месте все делается. Кому интересно, может в Ютубе посмотреть, как накручивается и, да, вот это вот ихрам. То есть, да, я буду показывать, да, то есть каждый руководитель прям подойдет к каждому и каждому его завернет. Нет такого, что все одели, я не могу одеть, я остался. Такого нету. И мы еще каждый разный по телосложению, кому-то надо там как-то прикрепить, кому-то как-то прикрепить. Поэтому не переживайте за это. Весь смысл это подчиняться руководителю, слушать его, да, и ни в коем случае, там, если кто-то был на умре уже, или был в хаджи уже, говорить, вот я когда был тогда в хаджи, там как-то по-другому делали, как-то по-другому. Не надо это говорить, потому что, еще раз говорю, каждый руководитель, он, во-первых, ответственен. Аллах қошында жауап береді. Сіздің хаджиға үшін. Ол сіздің хаджиға әзірлі һәм хаджиға шығарасыз. Он вас выводит хадж, поэтому он очень внимательный, поверьте мне. Поэтому я даже сегодня вас как-то, каждый урок говорю, вот, ну, не обязательно вот всю энергию потратить, чтобы заучить слово там муздалифа. Муздалифа сөзінің ятларға шорт түгіл, әміне сабыр бұларға шорт, ихтибарлы бұларға шорт. Условие быть очень внимательным. И в ихрам мы заходим, если мы, допустим, из Дубая летим в Джидду, то наш ихрам, в состоянии ихрам мы находимся, например, там 4 часа там, да, например, самолета, потом час-полтора на автобусе, потом, если силы есть, и если руководитель видит, что все готовы делать умру, все идут на умру. Умра часа 4. Это все в Аль-Хараме, это все уже в Мекке, недалеко, значит, отель, или на автобусе, или с автобуса. Вот представьте, где-то сутки надо будет в ихраме быть. Почему говорю сутки? Если мы 4 часа летели, 1,5 часа на автобусе ехали, вдруг мы видим, что мы устали. Я вот посмотрю на вас, я скажу, так, Жамагат, всем спать. Покушай, отдохнуть, потому что нет спешки быстрее делать умру. Мы увидим уже эти минареты, уже заходим Хазрат Айда. Я это все уже проходил. Я даже сам иногда обманывался. 2 раза, наверное, обманулся. Думаю, эх, сейчас там Кахбатуланы курясың, анда хислер тула, анда енді. Но уже талафны кылгач, намаз икерага сағиға шығасың уже арып. Әлі издихам болса, издихам это столпотворение. Если народу много, там подустанешь чуть-чуть. А еще сари надо делать, сафа марва. То есть это тоже так туда-сюда ходить надо, это я объясню. Поэтому надо экономить силы, лучше отдохнуть. Поэтому я предполагаю, где-то не больше суток на умре будем мы в ихраме. Ананс ихрамнан шигабс. Ананс йол. Ананс син ихрамда тугель. То есть мужчины опять снимают, ну они подстригут или укоротят или побреют головы, да, одевают ихрам, снимают ихрам, одевают обычную одежду. Все, из ихрама вышли. Хватный казанищик ириды шула гири. Щенки без так, я же помните на прошлом уроке сказал, что ихрам это не яд, это мнасин крясang, син не ятang. Хам ихрамнан шигасang син, йолитесang. И тут уже кто сколько отдыхает. Кто-то пораньше, кто едет эконом, да, не раньше едут, а они отдыхают, да, там, неделю могут отдыхать, 10 дней может отдыхать, до хаджа, до 8-го Зульхиджа они будут отдыхать. Это какой число? 25-й Микат, 24-й Микат, сейчас я боюсь ошибиться, не буду говорить точно. Если короткое у нас отдых 2 дня будет. Поверьте мне, кто в моей группе, я вам отдыхать все равно давать не буду так особо. Bütün namazlarını тырышырбыз укырга неде Аль-Харамда. Почему я это говорю? Аллах сакласын, кто как может, у кого какие финансы. Шла ведь инде.
Кто-то эконом поехал, ну, он сэкономил, но он не, еду уже надо готовить. Кушать надо где-то. На это время же тоже уходит. Поэтому человек выбирает, или экономом едет, или короткий едет, или длинный едет. Это каждый сам выбирает. Аллах сакласын. Я почему настаивал на коротком, потому что все равно человек, ну не может он разорваться. На экономии он будет, вон там будет у него дом паломника, вот здесь будет у него, значит, Каабатулла, он вынужден кто-то по дежурству готовить что-то, чтобы кушали что-то, покупать что-то там, да, и это как его, кто тебе нужен? Не работает трансляция. Да, нету, потому что там что-то с Ютубом что-то происходит, поэтому, альхамдулилля. Потом мы это выложим, иншаллах, будет в Ютубе. Итак, поэтому, то есть получается вроде бы как бы экономия, но ты уже больше, например, привязан к отелю, например, да, что-то там, и надо тебе ездить подальше. Поэтому он бәйсі да шундай. Мисал үшін стандарт, да, например, он поближе уже, это гостиница уже, мисал үшін. И там уже еда есть. Он покушал, не думает вообще о еде, вообще не думает о еде. Да, то есть он будет занят этим. Поэтому здесь, говорю же, я очень переживал за это, всегда переживал. Да, Мелякин, вот говорю же, захожу в ДумРТ в офис, там очень, вот прямо такая атмосфера там. Все работают, всех надо выслушать, всем надо объяснить. То есть Аллах Та'аля Аллаха ярдам етсін. Шуңа көрә хадж это испытание всем, для всех. Для меня в первую очередь для всех. Я сам делаю хадж. И еще надо, чтобы у вас хадж был правильный, достойный, спокойный, дисциплинированный. Мне важно, чтобы была дисциплина. То есть, вот. Шуңа возвращаемся к тому моменту, когда умру мы делаем, максимум сутки на умру уйдет, может быть день просто, да, стараешься в жару не выходить днем, значит на вечер переносишь и так далее. То есть араб юлдан, самолеттан ял итмичә гомрәгә чыгарга ни түгел ул. Гомрәгә чыгу дигән сүз ул җәмәгать, ул менә без отельдән автобуска утырабыз да, ияләшеп и барабыз. Все. Менә нәрсә әйтә, җитәкче шуны эшлибез. Онда таваф 7 тапкыр кылабыз. Беренче әйләнү 3 круга, первый мы делаем со скоростью, да, значит, с открытым плечом. Потом мы плечо закрываем, делаем остальные там круги. Потом выходим ике ракагат Макам аль-Ибрахим артында ике ракагат намаз укыйбыз, аннан соң зәмзәм эчәбез, аннан соң сагыйга барабыз. Вот сейчас что я говорю, понимаете, нет? Сагый, Макам Ибрахим, анда Сафа Марва, менә кем аны аңлый? Менә кем аны аңлый? Шуңа күрә мин сезнең әйтәм бит, сезнең күңелегездә ниндидер теге катлаулык булырга тиеш түгел. Не должно быть у вас в сердце какой-то опаски или страха, что я не выучу это слово, не пойму, куда пойти и так далее. Поэтому я стараюсь максимально просто это говорить. Но я все равно это буду прокручивать, чтобы все равно у вас это потом как-то будет в воспоминании выходить. То есть, а вообще это все один взвод, как солдаты, все слушаются, да, девочек мы всегда в серединку, да, мальчики по бокам, вот так вот мы идем дружной такой толпой и делаем все ритуалы. И мы здесь увидим сразу, почему я все время перепрыгиваю на людей. Я могу сейчас взять вот книжку и прямо по книжке говорить, вот как по книжке. Кстати, книжки на русском языке надо будет раздам. На татарском языке, әлі бүгін кешкіні алалар, мына улыма айттым, кіріп шегалі деп, ДумРТ хаджға алалы ол китапларны деп, шуңа көрә, значит, алыр әлі мен тоғын алып келермін аны, иншалла. Әмі хикмет әйтәм бит, мен сөйлеген, умнан да мына, полностью тут в этой книжке есть. То есть наглядный пособие на русском языке. Вот. Поэтому вот можно эту книжку взять, смотреть, и даже смотря сюда, все равно не понимаешь, что это такое. Поэтому это просто для ознакомления. Я вас очень прошу, да, не обижайтесь на меня. Вот вы можете зайти в YouTube, и там несколько хазратов, шейхов рассказывают про обряды хаджа. Одно и то же. Но есть масхабы где-то немножко по-другому, где-то немножко по-другому. Понимаете? То есть, это вам будет интересно, когда
когда вы пройдете хадж, да, я там был, да, вот это так, это так. Вот так вы будете говорить. Ну, настоящийся, ну, шулай. Шуңа күрә, значит, сейчас я отвечу, вот как раз в Думрте хадж заходит 6 сумок и 20 книг. И дога на татарском. Продолжаем дальше. Значит, итак, говорю же о состоянии ихрама. То есть каждый из нас, эконом он или стандарт, или вип, у нас вид таматту. Таматту это значит, мы делаем вначале умру, потом хадж. Шуңа күрә без хәтта җиддедә ният кылганда бит һәм менә микат ишеп үткәндә без әйтәбез ләббәйк аллаһумма умратан дип әйтәбез. Ягъни гомрә кылабыз дип әйтәбез. Без гомрә кылабыз беренче, аннан соң ял итәбез, аннан соң хаҗга чыгабыз. Хаҗга чыгабыз без отельдан. Анда без гысылланабыз, жуынабыз. Инде әйтәм бит, тырнакларны тәртипкә китерәбез, бөтен чәчләр, ниләр, все теге. Ни өчен безнең менә бу 8-нче көн була ул. Это будет 8 Зульхиджа, мы с утра вот это все сделаем, чтобы в обед поехать. Все приготовились мы. Вот 8 вечер, 9 день Арафа, 10 это уже Йомун Нахр, Йомун Адха, это уже праздник. 10 Зульхиджа ул монда Курбан бәйрәм була ул. Шуңа күрә Курбан бәйрәмдә без обедтан соң, менә хәзер по порядку. 8 без чыктык. 8 һәм 9-на без 8 киенеп чыктык, хаҗга ният кылып. 8 килеп җиттек без Минага, автобус белән анда күпме сәгать ярым, 2 сәгатьме, 4 сәгатьме хәзер хәтерләмим. Киләбез и урнашабыз палаткаларда. Все, без ихрам. Все, без вагаз тыңлыйбызмы, намаз укыйбызмы, ужин ашыйбызмы, шунда как бы такие походные условия, да? Мы находимся. И значит, с 8 на 9 ночуем, и 9 мы уже выходим на Арафа. Тоже автобус Гаутарабас и Китабас на Арафа. Точно такое же палатка, просто где-то больше, где-то меньше. Люди находятся в поклонении. Без онда үйле һәм икенде бергә кушып укыйбыз без анда. Әмма ни өчен? Дуга кылыр өчен. Менә Гарафа көнне дуга 4-5 сәгать дуга кылабыз без. Акшамга хәтле без чыгабыз. Гарафадан Муздалифага. Шулай автобус белән без бар. Без автобус белән курсируемся. Некоторые ходят пешком, такие, ну, герои, есть такие. А может быть у них какие-то свои условия. То есть 8 мы выехали. До 8 числа кто когда приехал. Кто-то 8 Зульхиджи, говорю я. Не путайте, 8 Зульхиджа. Вот 1 Зульхиджа. Это хадж ая деп аталау. Зульхиджа ая. 8 Зульхиджа все, хоть вип ты, хоть кто ты, выходишь в Минага. И чтобы 9 все были на Арафа. С 8 на 9 ночуем. Ничего не делаем, просто в храме. Ничего не делаем. Просто намаз укыйбыз, дуга кылып әзерләнәбез, рухи яктан әзерләнәбез, дугаларны нитәбез, карыйбыз, так, ну-ка, монда кемдер вагаз сөйли, монда кемдер дәрес бирә, нәрсәдә, ничектер шунда. Һәм менә бу ихрамда булган тәртипләрне саклыйбыз. Без беләбез бит тәртипләрне, мин сезгә аңлатып киттем. Я вам говорил, что основные правила, которые вот они вот здесь даже есть, даже вот в этой книжке, я сегодня раздам, кому интересно это будет, да, и татарские книжки будут позже, ну и русские тоже, вот запреты, да, то есть, ну в первую очередь такая якынлык кылу. Это понятно. То есть, тормыш иптәшең белән әлбәттә син ераграк торасың. Кемдер әйтә миңа, кто-то мне говорит, да, там, я хочу с женой там ночевать, дайте мне номер с женой, да, просит. Я их люблю, наших абыларны, апаларны, кто очень настаивал, мы им сделали номер с женой, но мы им говорим, повнимательнее, пожалуйста, обниматься даже не надо с женой. Не надо. Это одно из условий. Значит, запрета во время ихрама нельзя это делать. Вот. Понятно, да? Понятно, что в состоянии храма надо еще больше, второе, еще больше внимательно надо быть вообще ко всему. Любая плохая мысль, любое плохое слово, еще что-то, привычка какая-то, да, надо избегать этого. То есть
Былай да гүнах кылмаска тырышасың бит. Анда тогын да квадрак сен, үзеңе игътибар бересің. Да, не ругаться, не ссориться и так далее. То есть, да. Потом, понятно, что в этом состоянии нельзя брить ничего, ничего нельзя стричь, ничего нельзя ногти стричь. Все, закрыли тему эту. Поэтому мы до того, как войти в храм, мы себя в порядок приводим. Мы ногти, кто-то говорит, а если у меня там ноготок сломается? Ну, сделай так, чтобы он не сломался, постарайся, пожалуйста. Приведи все в порядок. Ногти, волосы, чтоб там. А и там, даже я вчера вот в Казани как раз с одним братом встречался, он так бороду любит так делать. Я смотрю, сразу заметил. Я говорю, так любишь делать? Вот не делай так, говорю. Почему? Потому что ты можешь раз, два, три волоса себе вырвать случайно. А кто-то переживает, извините, ногти начинают грызть. Ну, бывает же такое. Ну, это же человеческий фактор. Ну, я должен это сказать. Вот не надо, вот нельзя, вот потерпи. Да, погрызи лучше мисвак. Вот. Мисвак же есть мисвак. Вот, да. Мы будем использовать вещи без запаха. Зубную пасту, зубы не будем чистить. Мы будем мисвак. Такая палочка, она тоже там какой-то запах есть, какой-то есть привкус, да, но он разрешен. Кто-то из вас уже купил наборы. Кто-то купил уже. То есть наборы, там есть мисвак, там есть мыло без запаха, там, вот, значит. Поэтому... Йог. Только и храм Дагана, куланмысың. Что куряет. Я поэтому говорю, первый у нас такое состояние храма, это будет на умре, максимум сутки. Если мы будем долго спать, отдыхать, это максимум сутки. Или день. Потом мы выходим из храма, да, выходим из умры, значит, из храма мы спокойно живем. Говорю, кто-то эконом приехал, долго живет, кто-то стандартно приехал, он долго как бы, да, до 8-го Зульхиджи, да, он там проживает. Кто короткий, они уж 2 дня всего у нас. Раз, сразу через 2 дня уже будет у нас этот хадж гакарят. Вот. Значит, дальше идем. Сейчас, секундочку. Улам салам алейкум, мин силя шалма, мин даристайрама. Значит, дальше идем. Это что? Нельзя женщинам закрывать, как я уже сказал, лицо и руки. То есть, ну, у нас такого гадата нету татар, мы так не ходим. Но все же это написано, мы должны знать. Нельзя закрывать лицо и руки. Вот. Мужчинам нельзя на голову ничего одевать. Мужчинам ничего нельзя одевать из тканого со швами. Да? То есть нельзя одевать. То есть и храм. Но разрешается. Вот какие-то тапочки, сумочки, да, которые некоторые не держатся, вот разрешаются сумочки такие, закрепляешь, и у тебя вот этот вот изар, вот эта нижняя часть и храм, она держится на этом. Это тоже все руководитель покажет, затянет, поправит, скажет, не переживай, там все нормально, вот так вот, все будет хорошо. Ну и как бы есть такой еще пункт охотиться на животных, то есть, да, охотиться на животных. То есть, ну мы же охотиться не будем, но этот пункт есть, мы должны его знать. Ну, и нельзя никак делать, да, то есть кто-то там захочет никак делать, нельзя никак делать. Это такие пункты, которые нам в голову не лезут, но мы должны знать, что они есть, и мы должны их выполнить. Если из этих запретов что-то сделали, на голову одели, ходите, все равно вам скажут, сними. Кто-то увидит, вам скажет, даже полицейский может сказать, сними. Ну, бывает так, забылся, да. Или, говорю же, побрился случайно, или постригся случайно, да, то есть за какое время-то? Умра, говорю же, сутки всего. А хадж сколько? 8-е, 9-е, 10-го мы выходим с храма частично. 10 число. Сейчас еще раз. 8-го приехали, переночевали. 9-й Арафа. Арафатта, второй день. Біз ураза тұтмайбыз. Мында ураза тұталақ Арафа күнді. Курбан байрам алдынан бір күн, один день за курбан, до 10-го курбан, они ураза держат. Мы дуга делаем. Мы пьем, кушаем, там тахарат потеряется, заснуть можем. Но мы в храме, проблем нет. Значит, вот этот 9-й день. 10, потом с 9 мы с Арафата едем на автобусе Муздалифа, это уже темно будет. Там мы читаем намазы, и там мы укладываемся спать. Ну, посланник Аллаха спал, и мы тоже должны поспать. Он, да, не получится поспать уж, конечно. И состояние такое, атмосфера такая, кашикует, народу много, что, как. Получается, вот это с 9 на 10 ночь, это ночь Муздалифа. Мы там просто все как можем отдыхаем. Потом наступает утро, утренний намаз читаем и идем в
в Мина обратно в те палатки, от которых мы вышли. Оттуда мы идем на Джамарат, кидать камни. Самый большой который, столб, туда пойдем кидать 7 камешек. И вот находясь в Муздалифа, мы 7 камешек собираем. Вам скажут руководители, бутылочки там ваши, приготовьте там или какую-то посуду, куда соберите там 7 камешков. Он объяснит, какие должны быть большие, не должны быть маленькие, не должны быть, все объяснит. Не проблема. 7 камешками, мы уже 7 камешек есть у нас в кармане, скажем тогда, и мы идем в Мина, и там уже опять по состоянию так, все нормально, все в порядке, но главное как бы до обеда сходить и покидать камни. Иногда могу сказать, так, до обеда не получается, очень большой там затор. Связь, там вертолеты летают, там миллион людей там ходит на Джамарат. Поэтому все четко, выстроено, говорят, идите. Все, собираемся, группа, собралась группа, пошли на Джамарат. Пешком идем. Джамарат Канжева Барабас. Кидаем камни, возвращаемся. Это то, я вам фотографию сейчас отправлю, я вчера фотографию нашел, как я на Джамарат иду. Но это уже после, как мы вышли из храма. То есть Джамараттан қайтамыз и күтеміз. Біздің сорақлар шалынырға тиіс. Хам хабар келе. Шалынды сорақлар. Ура, альхамдулилля, Аллаға шүкір. Бітті хаш, шуның білән. Крана башлайбыз. Хам бізді кімдір кірға тиіс. И храмда, кто в храме не бреет другого, и тот не бреет этого. Там специальные люди, там им даже 20 там, реалов, сколько там, 10 реалов, сколько там, не знаю, дашь, они тебя оператор приведут. Значит, и все в порядке. То есть. Или ты вышел из храма уже, тебя кто-то побрил, ты теперь уже не в храме, можешь кого-то побрить. Значит, или что-то сделать. Почистить, в смысле, как надо сделать. То есть, все. Теперь все можно. Теперь можно снять и храмы. Теперь хатын казар могут поменять свои, как они хотели, значит, эти одежды, какие они хотели, да, то есть из храма выше. Но остается только одна. До конца мы из храма еще не выше, остается, нельзя опять-таки приближаться к супругам. Все, остальное все можно. И стричься можно, и бриться можно, там, и там не сабаннар блян куларный жу у нас полностью. Остается только одно правило. И это правило тоже закончится только тогда, когда мы сделаем таваф аль-ифада или таваф зияра. То есть мы идем потом все вместе, после того, как привели себя в порядок, отдохнули, да, мы идем в Мекку теперь уже. Да, вот опять-таки на автобусе, значит, в одном месте едем в Мекку, делаем таваф. Как нам знакомо все будет, мы уже это знаем, потому что мы умра же делали. Как умра, шулаюк. Таваф делаем, аннансанг. И керакагат намаз, зам-зам, и опять сари. И мне все, тамам, на хадж битте. Сколько это? Это 8-е, полдня, 9-е, 10-е. Эшкен, ну пускай будет 3 суток, мы будем в храме. То есть вот где надо напрячься. Вот здесь надо быть особо внимательным. Шуңа аны жетекші сізге айтып тұрар. Жетекші сізді гір кесетіп тұрар. Мына шунда сіз бір шылмаңыз. Айтам бет, вот эта терминология, я уже вот тот, повторяю, урок, который был, я же еще раз говорю, терминология. Терминология, она не каждому понятна, поэтому я еще раз прошу вас, пожалуйста, не делайте упор на терминологию. Терминология исемнәргә, менә бу гарәпчә исемнәренә. То есть Муздалифа — это место, где мы будем ночевать. Арафа — это место, где мы будем до этого дуга делать 5 часов, дуга калабас. Все. Мина — это основной лагерь пребывания. Вот мы как с отеля выйдем в Мина, это белые палатки, заходим туда, там такие лежат матрасы с подушками. Отдыхать, спать, сидеть. Другая палатка будет намаз, да? И еще будут места, где какие-то там магазинчики, можно водички попить, шоколад купить, чай попить там, да, то есть, кто-то спрашивает, а можно взять мне с собой матрас? Или там, вот этот, есть же там пенку, да, такой коврик, если хотите, берите. Но надо с ним, получается, приехать в Мина с этой пенкой, да, получается, потом на Арафа с ним пойти, с этой пенкой. Она не тяжелая, конечно, можно, да,
Потом с Арафа, Муздалифа, вот чтобы полежать там, вот эта пенка пригодится, да? А в каком состоянии там эти матрасы? Они разные, нормальные матрасы. Наволочки, там, вши. Не так уж, зачем? Здесь уж я не слышал, чтобы как бы были какие-то, нарекания. То есть, наверное, это все организовывает уже сам тур. То есть например, скажем так, российские паломники, вот они обычно все вместе рядом, там и Думар Техач, там и Тюльпан Тревел, там и Муслим Тур и так далее, так далее. То есть как бы они друг с другом так дружат и все как бы налаживают это все. Значит, поэтому нет, такого не должно быть. Все чисто, аккуратно. Ну, может быть, не новые, может быть. Не как УВД, да? Нет, да, не как УВД. А я? Ага. Ну, естественно, отдыхаешь, меня bizim kiyim işi bulagatır. Biz kadar istemedim bulayıp da koyasın ama sen yıldık da var yani yurtlarda. İli şunu bulayıp biz. Şunun bilen ne kılıyoruz? Bu şu istekse de kalan. Mene üstegisi de astagisi da iratlar için. То есть irat kişi mene ihram kidiyken bütün bir nese öz üstüne kimi. Или рюкзак киерген мумкин, я инде. Я индемейтем, бенеке сумочка была может. То есть, по-русски скажу, то есть, когда мужчина одел ихрам, все, это его две одежды, больше ничего не одевать. И когда спит, он тоже спит, как спит, вот, как сказать, он ничего не должно быть. Вот даже представьте себе, вот как раз обратно ехал, я слушал один хадис, что когда во время хаджа один сахаба упал с верблюда и умер, да, его надо было хоронить. Его омыли, а гадаче по адабу, когда мэйтни жуалар, еще благовониями умощать. Что это? А манда посланник Аллах сам сказал, не надо делать это. Он в состоянии ихрама как бы умер. Понимаете, как важно, то есть. Поэтому вот это все удобства, неудобства, вот надо пережить неудобства. Поэтому спишь, гавратларың ашылмасын деп ұйқылысың енді әлбәтте, қарайсың теге, аяқларыңны нишек қоясың, нетесің. Вот, это так. Ну, там нормально, весело, там общаются, абзылары друг с другом, девочки отдельно, их вообще там закрыто, их не видно девочек, да, мальчики отдельно, конечно же, да, вода, значит, здесь все, приносит покушать, обязательно кто-то угощает, кто-то садака хочет, аджи саваб хочет, поэтому я же сказал, и храмы я взял все на всякий случай, но это я говорю для стандарта, да, которых мне присоединили, да, то есть, кто хочет там, значит, сказал, я оплачу за их храм, пусть оплатит. То есть я деньги, говорю, соберу эти, они нам пригодятся еще. Вот я так сказал же на группе. То есть, шуңа көрә, человек захочет что-то больше делать. Садака хочет сделать. Скажет, бисмилля, палатку угощаю я. Может так сказать? Может, он на награда будет, а же сава будет ему. Кто-то скажет, уже один брат мне сказал, Хазрат, джазак Аллахар, я рядом буду, если что, помогать. Помощь нужна будет. Эбилер, онда, біз бұнда отырабыз теге, о, хазыр біз. А онда, хал киті палашу азрак, опа, азрак теге, бош айлап ките, там нормально там будет. И тут нужны будут парни, мужчины, которые скажут, давай мы поможем Абиге, давай. Онда коляскалар бар, можно коляску заказать, посадить, тебя покатит, если надо. То есть помогаем. Это гойля кебек, гойля. 48 киши бір гойля кебек была ол. Оның яшы да была, зурысы да была, үлкені да была. Онда. Все разного возраста должны дружить друг с другом. Но я всегда делю. Молодых с молодыми, постарше постаршими, чтобы было понимание. Когда уже даже 2-3 года разницы, уже, ага, меня дует тут, выключи кондиционер, другой терпеть не может жару, другой хочет жару. Там, поэтому я говорю, то, что я вам объясняю, вот эти вот терминологию там, да, вот это Муздалифа, не путать, некоторые говорят, вот мы Муздалифа будем дуга делать, но мы там спать будем. Муздалифа она ночная. Муздалифа это ночная Муздалифа. Арафа это дневная. То есть путают Арафа с Муздалифа. Почему? Потому что не понимают, что это. Я говорю, не обязательно вам слова эти понимать. Даже есть у Миката есть разные, значит, названия, которые с Ирака заходишь, которые там с Йемена заходишь, которые там еще как-то заходишь, с Африки заходишь. Зачем это наизусть учить? Главное,
тақуалық болсын. Біз бит айттық бит енді. Инна хайри зади тақуа. Самая правильная подготовка к хаджу тақуалық, ол жан тыныштығы. Айтам бит. Оно вот сейчас даже я, представьте себе, я вчера должен был все получить, все книжки, все там это, да, свет отключили. Я остался на один день сейчас. Я сегодня, я вот прямо с машины сюда забежал к вам на урок. Я на полчаса опаздывал. Представляете себе? То есть я вынужден был остаться в Казани, чтобы какие-то вопросы решить, списки передать, договора, да. То есть скоро я у вас паспорты у вас начнут собирать у вас. То есть передавать, переживать будешь за паспорт еще. Ой, где он там? Паспорт мой, паспорт ты. Потому что убитый шунды кыйбатлы насоветный паспорт синий. Ой-ой. А мында теги паспорт ты инда кита, анда. Вот так смотришь, как паспорт там в этом ходит. Переживаешь. Поэтому здесь вот, ну как научиться нам быть спокойными? Как нам научиться быть... Аллахқа тапшыру біздің юг. Біз, тем более, сіз зур абзылар апалар, кім теге өзістіне гына тоянган, өзіне гына нетілген, как бы на себя только рассчитываешь человек, ему тяжело будет как бы на Аллаха полагаться. Мы все думаем, что мы на Аллаха полагаемся. А на самом деле мы на Аллаха полагаемся когда? Когда сами ничего не можем сделать, уже на это полагаемся. Ай, Аллахқа тапшырдым, ярамын. Мен российский паспортны оларға тәкдим етмеймін. Шынки міне біз Қазанға хатны барабыз да, самолетқа отырабыз да, болды тамам. Ол гіл сенің куәдір то келіп шыға, оны жуатсаң анасың да сашисың сен. Әгер де сен Мәскеуге барсаң, Мәскеуден шасың екен, ол уақытта российский паспорт керек. Шынки сен әлі Мәскеуге российский паспорттан баруға тиіссің. Хатта міне мисал үшін мен Бегишевда ішқан бар, бір мәнлі тоже менің паспорт болмады. Но загранпаспорттан мені жіберділер, өтіп кетті. Мен ұныттым, оны не садар, білмеймін, короче. Мысалы қазір мына былтыр біз өттік, Умараға бардық, Мәскеу аштық, Домодедово. Бірінде советский паспорт керек бар, загранпаспорт. Может быть, да. Шуңа көрә артық документларына үйретмәгіз. Керек ме? Бізге экономға смс-ка жіберді біздің хазіратинде. Екі паспортта, чтобы екілесін алып келгізде болған. Шуңа көрә, айтам бит, міне нешік жетекшігіз айтайын екен, шылай ішлейсің, значит. Мен қысылмайым, Алла сақласын. Мен өзім шулай тәкдим етем. Болды. Но документы в порядке, где-то в сумочке, где-то всегда рядом должно быть. Итак, значит, возвращаясь к этим моментам, вот я говорю, книжку раздадим сейчас. Раз, ходи, пожалуйста, возьми у Рамиля книжку. Ладно, она снимает же пока нас. Так, да, там на русском языке написано. На татарском. Кто уже на следующую неделю уезжает? Руки поднимите, пожалуйста. Кто есть? Сигизинде. Так, мин бишинде киш мында боламын. Иншалла, алтысы инде татар тілінде китаплар болырға тиіш. Хатта, а может быть даже раньше. Если второго... Рюкзак мында. Шуңа көрә Рамиль белән сөйләшеп бетеребез. Рюкзаки тоже получите. Значит, рюкзаки мы должны получить. Значит, вот честно говоря, вообще предлагали рюкзаки давать в аэропорту. Я говорю, нет, надо здесь какие-то мелкие вещи. И важно, вот меня кто сейчас смотрит, и мужчины, чтобы не сдавали ихрам в этот багаж. Рюкзак, мы как раз рюкзака сада иду. Шуңа көрә в ручной кладь берет ихрам. Значит, тапочки и вот так. То есть, вот, только так. Наборлар, не наборлар? Yok, biz o bit kırmaya bit nabroga. Nabrolar kırmaya. Onu sen min bit satuşu tügle, minga kagal mi gafu ittegiz. Benim üzümdeki nabor yok buna misal. Üzümün yok. Artık o уңайлы, ну айтам бит, мына уйлап карагыз. Bir gün bizning один день у нас умры и 3 дня у нас хаджи. Конечно, можно. Конечно, можно. Үш күн төш тартабыз, у мисвак адым сайын тегенде. Сіз оны көресіз. Адым мисваклар ол тінде шундай ағаш, вот такая ветка, это мисвак. На каждом шагу продается копейки. Взял, да, помыл, зубы почистил. Да, то есть не проблема.
ekimi, özünün soyla ekimi uyarıyor. Мне ояки, одежда для женщин. Что это такое? Это удобная одежда для женщин. Здесь никаких нету ограничений. Удобный главный болсон. Только не дунгаз тиринам болмасын. И такое может быть. У нас же тут может продавать сандалии из свиной кожи. Только вот это пусть не будет. Аллах согласен-то я. Какой-то жингель не было гатишу. Хам, блясыз менасятасым киля. Вот что я хочу сказать, да? Я обращаю внимание вас. Не надо покупать какие-то дорогие какие-то вещи какие-то, понимаете? Потому что там может и потерять, забыть, еще что-то. Аллах согласен. И вот это будет тебя всегда мучить. Простые тапочки, но удобные. Должны быть мягкие. Шо? Шума куря такая. Там шunu deydi, yıkıtırma. Biz қазір ihramlarından bakıp гостиницада тұрғанда, yıkılağan нәрсе өзіміз білер, шорты қалып Так, и храм вакатанда, и как во время в храме, что ты в гостинице, что ты в Мина, что ты Муздалифа, ты, вот мужчины, они в храме, все, ничего нет. Это понятно. Когда мы из храма вышли, у каждого должен какой-нибудь свой пижама, какие-то шорты ниже колен. Вообще, ну, если он будет в номере спать где-то, он же уже Муздалифада битиндасин и храм, блян. Он сам кайтасың Муздалифадан. С Муздалифа приехал, значит, в Мина пришел, значит, потом выходишь из храма, одеваешь какую-то одежду. Что это за одежда? Легкие брючки, рубашка, лучше длинными рукавами, лучше, да, то есть, почему? Потому что, ну, яна мындак кулар просто сильно. Майка, блян, как бы, адапсызлык, жилькаляр куринаты, штугель намаз вакатна взбляем, то есть, не должны майка ходить, футболки можно, но лучше длинными рукавами, вот, то есть, спать во время, значит, в отеле. Конечно, у тебя и храм уже ты постирать отдашь его там, стирают там все, погладить тебе, вернуть тебе, да, то есть ты с собой заберешь, это на память будет тебе храм, его еще обратно привезешь, еще зам-зам, наверное, дадут, наверное, поэтому, что куря, быт, я еще буду говорить про быт. То есть с собой зарядки надо взять на телефон, да, с собой надо всякие, говорю же, вот мази взять надо с собой там, да, то есть вот трутся некоторые наши органы, да, там вазелин должен быть обязательно без запаха, да, уж как бы, ну, потому что много будем ходить, да, то есть смотрите, пятки смотрите, да, чтобы, ну, можно было обрабатывать на ночь, например, помазал, чтобы yorulmasın. Agar да аяғың yorulса, если потрескаются пятки, уже больно ходить. Ходить будем много, поэтому я вам говорю, пожалуйста, ходите пешком вечером. Полчаса, 40 минут. Потому что жамаратка барабас. Туда надо, обратно надо, везде надо. А иногда не будем автобус ждать, например. Скажет руководитель, будем автобус 2 часа ждать или пойдем? И половина скажет, пойдем, а половина скажет, не пойдем. Вот так и будет оно. Поэтому сходил, отдохнул зато. Потому что я вам говорю, то есть у вас самый главный человек, это будет ваш руководитель. Как он скажет, так и будете делать. Шакуря. Ну вот опять такой урок, опять я хотел зайти, как говорится, поглубже в терминологию, но все-таки опять я решаю, что это делать не надо. И вот эти тонкости все вы на ходу, вот сейчас эти книжки возьмете на русском языке, кому на татарском, дождитесь, пожалуйста. Вот сейчас вот мне вот на связь, вот я же отвлекаюсь, пока с вами сижу, говорю. Татарский будем ждать, да? Так, насчет симка как будем решать? там на месте будет решаться все. То есть мы вот я пишу сейчас опять туда, прям при вас, потому что там человек сейчас вот до сих пор еще что-то вот не готово, поэтому. Какие еще вопросы есть? Берегись сразу. Hazret söylediklerimizden palatklarda kondisyoner kireli otanı hastanelik kurduğumuz değil, işe hastanelik kurduğumuz. Например, biz kucağı işe bile özümüzden ihram olacakta kucağı bunları sevdiğimiz yavru mesela kullanan Allah'ımızın da dilettesi gidebilir bu.
Kimgadir buyuna, например, хандырылмасын, кондиционер ölmesi için ihramlar. Ну, во-первых, сенің ихрам айбет. Ол сен аны мына шулай нете аласың. Қапылы мына хатта мына шулай қаплай аласың сен. Һәм әйтәм бит, Жолы керек тұтар, бұл сәлбер. шуңа күрә ул бит кондиционер астына табасың шундый бер урын. Анда инде җитәкче сиңа килеп битмесен. Монда бабайлар давай мондарак, монда кондиционер зыяны әзрәк. Яшьләр безнең давай броневой монда утырасыз дип. Поэтому это моменты, которые надо будет пережить. Приготовьтесь пережить эти моменты. Я переживаю. Ну, Алла берсә. еще толарак айтырга. Менә битендә ул Пенджаб битендә теш көрәсендә килә, җитәлесендә килә. Әйе. Үзем белән кулдан тотарга ярыймы иде? Әйе, анда бит тостымалы була синең. Нитәсең син, кулланасың син. Үзем белән алып Әй, үзең белән алып бара аласың син, тастымал, нитәсең. Әмма ләкин әйтәм бит, шуларны салфетка гына булмасын, исле. А салфетка гына инде сөртәсең, нитәсең инде әлбәттә. Әйе. Мен бу әйбердән кирәге чыгарма. Ну, менә бу нәк шундый әйбер инде, әгәр дә Муздалифада ятырга булса, ул бик уңайлы, җиңел дә, әмма ләкин аның бар менә объем, аны син самолетта ничек нитәсең, кая тыгасың, ничек алып барасың, анысы да бар бит әле. Әгәр дә үзегез белән аны өстерәгә әзерсез, шул белән барасыз. Я багажда куям мин аны. Ярар, булды. Урын алайын. Әйе, шул гына. Шул гына. А? Такие вещи не продаются там? Как? Наверное, продаются, но просто... Намазлык турында сөйләшмәк өчен. Нәрсә? Намазлык турында, үзе белән намазлык. Ну, намазлык үзегез белән алсагыз, була. Yukarı alırlar. Әй, юка аласың сен. Әйтәм бит теге. Калын намазлык алсаң, тоң груз инде сиңа. Bu okulda da var. Теге бар бит шундый намазлыклар теге карманный. Алар артык нәзик ул. Анысы да бик артык нәзик ул. Bir var hanım, şüphe ol, yukarı. Әйе, шуңа күрә. А что, он там матрас курмыш, что ли? Шундай Sizge bular, sizge. Әйтәм бит, мин артык бер нәрсә әйтмим. Я не буду ничего лишнего говорить. Сейчас мы, наверное, урок уже закончим. То есть сейчас и потом какие-то вопросы такие, я на них отвечу. Итак, значит, более подробную информацию вы получите у своих руководителей. Да, то есть я уже к этому вопросу возвращаться не буду, потому что все равно все не запомнится, все равно все забывается, особенно терминология. Но у вас на руках будут вот такие книжки, они как шпаргалки, я не знаю, даже без них вы тоже можете обойтись, но если вы хотите поглубже, да, все-таки погрузиться, вот такие книжки на татарском, на русском языке вы получите обязательно и будете по ним ориентироваться. Но, говорю же, все-таки задача это быть терпеливым, быть жалеющим, прощающим, понимающим. Безнең максат шундый. Чөнки эш тапкыр шул бер сорауны биреп, әле син җавап бирә ала алмыйсың. Вот ну так, ну не сошись, ну вот так вот оно. Поэтому я сейчас тут рисовать буду, вот так пойдете, вот сюда зайдете. Я уже третий раз по третьему кругу уже на каждом уроке это говорю, да, но все же, говорю же, это все будет по ходу делаться это будет все, по ходу. Болдымы? Ассаламу алейкум рахматуллахи баракатух.